Сильные морозы до минус 30 пришли в Башкортостан. После нескольких дней потепления холода снова вернутся в республику. Как не попасть в экстремальную ситуацию, не получить обморожение, обсудим прямо сейчас в программе «Интервью» вместе с гостем. Сегодня с нами Владимир Микулич, спасатель аварийно-спасательной службы Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС. Владимир Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, экстремальная ситуация зимой. Как не получить обморожение и вообще как правильно себя вести на морозе? Ваши рекомендации? В первую очередь, перед походом куда-то далеко, если на прогулку или катание на снегоходах, на лыжах, туристы, главное одеться тепло. Использовать одежду нужно не просто сверху теплая одежда, еще обязательно нужно термобелье. И не использовать термобелье хлопковое, а желательно синтетическое, которое пропускает воздух и сохраняет тепло тела. Верхняя одежда, которая уже куртка, штаны, также должны быть не из хлопка, потому что при обледенении потом будет доставлять дискомфорт. Само собой перчатки и контролировать процесс во время прогулки, чувствовать, что если начинаешь замерзать, то необходимо принимать меры, возвращаться. Стоит ли ограничивать время нахождения на улице? Ограничивать время нахождения на улице, конечно, стоит, потому что при минус 10 и выше обморожение получить достаточно легко, и человек, в принципе, может даже не заметить это, только уже потом, когда получит обморожение. Поэтому при сильном ветре, например, то еще сокращается время нахождения, потому что быстрее можно получить травму. Первые признаки обморожения? Первые признаки обморожения – это побледнение кожи, пощипывание, и это легкое обморожение первой степени, а уже второй, третьей, четвертой степени там, получается, кожные покровы нарушаются, появляются волдыри, пузыри. Это уже серьезная степень обморожения. Рекомендации для автомобилистов, Владимир Евгеньевич? Для автомобилистов, для дальней поездки всегда быть готовым, иметь запас топлива. Это самое главное, потому что непредвиденные ситуации в дороге всегда случаются. Также с собой иметь всегда заряженный телефон. Если сейчас современно есть дополнительные запасные аккумуляторы. Иметь какие-то дополнительные вещи, чтобы, если на крайнем случае можно было утеплиться. Зажигалку, спички и желательно предупредить родных, что вы выезжаете, и когда планируете доехать, чтобы они могли знать, иметь возможность контролировать вашу поездку. Давайте обсудим, как реагируют экстренные службы. Допустим, один из недавних случаев, когда молодые люди, парень и девушка, отправились на прогулку на лыжах в лес, в итоге началась метель, они заблудились и замерзли. Поступил звонок в службу 112. Какие дальнейшие действия принимают спасатели и что вы еще можете посоветовать в этой ситуации? Спасатели действия принимают незамедлительно выезжают сразу на место поисков, пытаются созвониться, если есть связь с пострадавшими, уточнить местоположение, попытаться передать какие-то ориентиры, в каком направлении двигались. А для них рекомендации, если вы потерялись, заблудились в лесу, если нет возможности к передвижению, пытаться развести костер, подать сигналы. Не надо пытаться ходить по лесу, потому что если там ночное время или метель, вы только будете кружить, и это усложнит спасателям поиски. Во-вторых, перед походом также на лыжах взять с собой ракетницы, которые легко продаются везде, в принципе, в охотничьих магазинах, чтобы можно было подать сигнал бедствия. Также тепло одеться, спланировать маршрут и иметь заряженный, главный, телефон. Не надеяться, конечно, на телефон, потому что не везде он ловит. Желательно еще изучить перед походом в лес местность, посмотреть карту, возможные просеки, дороги. Максимально подготовиться. Да. Какие еще опасности могут произойти зимой? Кажется, что попасть в экстремальную ситуацию не так сложно, но на самом деле это не так, говорят спасатели. Почему? Попасть в экстремальную ситуацию можно в любой момент, не ожидая этого. Может быть, даже любой подготовленный человек, уверенный в себе, и попасть в экстремальную ситуацию. Элементарно при прохождении на лыжах реки можно провалиться под лед, не зная того, что там даже находится река. Просто снег, снежный покров. При катании на снегоходах, при активном отдыхе, бывают
под снегом различные препятствия, которые можно не заметить, потому что белый покров снега не помогает заметить. Поэтому снегоходчики используют, например, очки специальные, которые позволяют увидеть вот эту вот разницу обрывов, оврагов. Ну и, кстати говоря, вот смертельный случай произошел на Кандрыкуле не так давно. Ну, произошел на Кандрыкуле и в Чешминском районе. Вот снегоходчик катался один. Это большая ошибка снегоходчиков. Если, конечно, если они хотят покататься, то по близкому маршруту, конечно, да, можно прокатиться. Опять же, предупредить родственников, что вы будете там-то, там-то и вернетесь во столько-то. Если на дальнюю дистанцию, никогда нельзя ездить одному. Даже хотя бы взять с собой пассажира, так как вот был случай, его просто придавило снегоходом, и он не смог выбраться. Еще две категории, это рыбаки у нас и дети. Вот здесь, пожалуйста, Владимир Евгеньевич. Рыбаки, я считаю, что они сами себе во всем не виноваты, а сами себя ищут экстремы этого, потому что самый большой критерий переохлаждения утопленников зимой на зимней рыбалке — это рыбаки. Потому что, самые распространенные ошибки самые какие? распространенные ошибки, то, что не проверяя лед, думая, что они все знают, выходят на лед около берега, попробовали, там 10 сантиметров лед, можно идти или можно ехать. Но забывают о родниках, течениях, что в середине река замерзает позже. И, еще большая ошибка — это принятие алкоголя на отдыхе или на рыбалке. Потому что при принятии алкоголя притупляется чувство страха, во-первых. Во-вторых, все думают, что алкоголь согревает, на самом деле просто он разжижает кровь, и человек не чувствует того, что он замерзает, хотя на самом деле идет переохлаждение. Ну а с детьми, конечно, сложнее, потому что они вообще не могут контролировать процесс обморожения, переохлаждения, тем более если маленькие дети, и не могут самостоятельно, если куда-то попали, даже принять меры по своему спасению. Поэтому детей вообще очень опасно отпускать одних куда-то. Всегда призываем родителям быть рядом, что во время летнего периода купания, что даже зимой, во время прогулок не оставлять без присмотра, потому что это дети. Владимир Евгеньевич, мы знаем, что в нашей республике практически половина — это сельские жители, да, есть и отдаленные деревни. Вот для таких наших телезрителей тоже рекомендации, пожалуйста, несколько. Для таких рекомендаций будут, в принципе, рекомендации, они все для всех, по сути. Просто единственное, что все равно не оставлять детей, не надеяться на то, что мой ребенок подготовленный, или мы там живем не в городе, мы более профессиональны, потому что люди всегда сначала попадают в беду, пытаются сами что-то сделать, решают сами проблемы, потом, когда темнеет, начинается ночь, сами не справляются, вызывают всегда спасателей. И убедительная просьба ко всем, что если вы попали в сложную ситуацию, не надо пытаться своими силами ждать 10 часов, пытаться найти человека или вытащить, сразу незамедлительно позвонить спасателям. После этого принимать меры по спасению, конечно, искать, стараться, но передать это спасательным службам, потому что во многих случаях это происходит поздно, и спасение, поиски людей затрудняется тем, что это уже произошло давно. Хорошо, спасибо большое, Владимир Евгеньевич. Сегодня гостем программы «Интервью» был спасатель аварийно-спасательной службы Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС Владимир Микулич. Мы говорили о том, как не попасть в экстремальную ситуацию зимой и не допустить переохлаждения. Не переключайтесь, оставайтесь на башкирском спутниковом телевидении. Все самое интересное в нашем эфире.